Я рад. Я очень рад этой рыбалкой. Вообще супер. Маленький перекур, ребята. Остановился немножко подостыть, там, блин, вообще жара. Еду на рыбалку недалеко от деревни, как обычно. Несколько километров отъеду еще между Нившерой и Алексеевкой. Свою бараницу уже почти не видно, все замело, уже давно не ходил на рыбалку. Один раз также проваливался, чуть в сторону отъедешь, все сразу забуксуешь. Ну, сейчас как наледи у меня на лыжах, под гусеницам нету, и выйти без проблем там натопчешь, и задний даешь, и обратно выезжает. Но если целину пробивать, скажем, и по вырубке невозможно ехать. С прицепом точно не проехать, потому что тонет буран. И вроде сейчас и на лыжах рыбаки, которые ходят, говорят, что хороший держит снег. Но возле кустиков, как и в прошлом году, у меня поход был на 4 дня в тайгу, во вторую избушку. Также вроде буран едет, а возле кустиков проедешь, сразу проваливаешься. Вот. И сегодня так вообще теплая погода сегодня для отчетности 14 марта 2018. Юго-западный ветер, а температура воздуха я не посмотрел. Облачно, очень хорошая погода для рыбалки. Вот сейчас поедем и попробуем что-нибудь поймаем или нет. Давно уже на рыбалке не был, наверное, дней 10 точно. Вот так. Сейчас чуть-чуть отдохнем. Сейчас остановился именно вот где деревья остановился, чтобы здесь ветра меньше. Вот такая береза, сосна и бураница почти не видно. Вот где-то вот такая, как будто вот когда-то ездили, вот присмотришься и видно, а чуть в сторону отъедешь, сразу уже начинаешь тонуть. Вот так вот. Вот и моя бураница. Ну вот там яма прошлую, где-то в январе, наверное, когда я буксовал, это уже рубцы такие остались, там вообще тонули вот здесь. Страшно подумать. Многие не верят, что буран, как это, не едет. Ну вот такая у меня такая ситуация была, что буран не ехала, потому что я дома посмотрела, под лыжами там вообще такие куски льда. Вот и все дела. Вообще погода сегодня сказка, просто сказка. И здесь ветра нету, а вот сейчас выедем на речку, там уже все ветрено, и вчера вообще метель был, снегопад, метель, такая ужасная погода. А сейчас маленький снежок, жалко термоса не взял, блин, можно было бы и подольше, но хотя бы часов до 10 порыбачим. Вот так, все, дальше поедем. Что тут стоять потом? Как обычно, у меня лишнего груза нету. Вот такой ящик, ни разу уже рассказывал. Все вмещается, удобно. Ящик, палатка, ледобур. Что еще для рыбалки надо? Начал рыбачить, ребята. Просверлил 2 лунки, кормушка и одна удочка. Поймал одного ельца. Где-то минут 10, наверное, уже сижу. Первая поклевка была. И кое-как я просверлил вторую лунку. Блин, попал куда-то, я не знаю, такое место, такой слой во льду было. Вот такие микрочастицы. Не-то земля, не-то хрень его знает что. Так и не понял. Но бур вообще перестал сверлить. Первая лунка так сразу моментально просверлила, а второе еле-еле. Здесь глубина также не глубоко, вообще от силы метр, наверное, глубина подо льдом. Ну, посмотрим, посидим, если не будет, и вяло будет клевать, повыше поднимемся, как и прошлую рыбалку также. Вот опять поклевка. Ух ты, как вяло берет, блин. Уже несколько раз так подходил, ударит и отходит. 30 минут рыбалки. Все, еще один елец.
Пару раз подходила рыба. Пару раз. Так, несколько тычков сделала и все. Как будто нету. Придется, наверное, все-таки подняться повыше там. На Буране съездим там на старое место, где вот покрупнее плотва попадалась там. Там порыбачим. Посмотрим. Да, после моей рыбалки тут уже натоптали, ребят. Здесь тоже вот кто-то недавно, вчера или позавчера, наверное, рыбачил в Лунке. Там тоже яма. Ну, я здесь отмечал свое место. Там как видео выложил, ну и спрашивали, рассказывал, где что поймал. Вот так, ладно, сейчас на пару метров выше здесь просверлим. Попытаемся хоть что-нибудь да поймать. Новое место, новая надежда. Здесь летом обычно тут рыбачим, вон там шалаш. На весенней рыбалке как-то, на весенней охоте показывал, подходил к этому шалашу. Там у рыбака шалаш был. Он из досок, такое укрытие. Возле костра я частенько его видел. Когда он рыбачил и возле костра сидел, там чай варил, себе еду готовил. Конечно, хозяина у этого шалаша сейчас уже нет, он умер. Давно, уже несколько лет прошло уже, да. И устья реки Одью. Вот там выходит Одью, Одьювом. Кто рыбачит в Одью, хариусов ловит. Вот здесь между Нишера и Алексеевка он выходит. Вот такие дела, делишки. Ветер утихает, но не такой порывистый сейчас, как с утра было или вчера, блин. Все, окапываемся. Окапываемся. Если сможем пробурить, блин, вообще бур сдох у меня. И запасного ножа ничего с собой нету. Полный пиздец, короче, ребята. Все, я влип. Вообще бур не сверлит. Что случилось, блин? Куда я попал, блин? Может там слой земли или что там было во льду? Начинал сверлить, блин. Нифига не сверлит. Ой, блин. Не знаю, ящики что-то есть, нету там. Ничего с собой не вожу. Зубыла и ничего. Не зубыла, а точилка, блин. Ну да. У меня все на верхней избушке запчасти, блин. И запасной нож. Ай. Кошмар. Вот такая рыбалка, ребят, сегодня у меня. Твою мать, блядь. Все на верхней избушке у меня. И зубила. Точилка такая маленькая, удобная была. Запасной нож. А на такой ледобор, старый, это старый ледобор с хозмага еще до перестройки я брал. Таких ножей нету, не делают. Придется, наверное, скоро покупать новый ледобор. Все есть, а точилки нету.
фиг просверлишь, блин. Не сверлит нифига. Раз приехали, хоть 2 лунки как-нибудь просверлю. Больше никак не получится. Для прикормки и для одной удочки хотя бы. Вообще такая засада, блин, сегодня. И проясняется, давление опять повышается или что? О, блин. Запыхался я тут с этим ледобуром. Выключил я камеру, ребята. И по-взрослому начал матюгаться. Жестко поматюгался. Себя ругал, всех ругал. За такой ледобур. Но, видимо, кто-то услышал меня. И дела пошли в гору. Я просверлил 2 лунки. Тяжело было, но просверлил. Так что не знаю, кто мне помог в этом. Может... Так. Сейчас я прикормку уже закинул. Сейчас еще удочку поставим. И было дело тоже один раз. За хариусом пошли. Ну, первоначально, когда я начал ходить на зимнюю рыбалку. Да, думаю, сходим за хариусом. Этот ледобур тоже был. У напарника вообще ледобура не было. Короче, пошли мы. Начали также сверлить. И вообще ледобур не сверлит. Я сверху держу ледобур, но как нажимаю весом своим, а напарник крутит. Короче, вдвоем так крутили. И целый день так. За целый день, я не знаю, десяток лунок, наверное, просверлили и все. Невозможно сверлить, вообще не сверлит. Что-то глубоко тут или что тут? Ага. Так. И вот посидели, порыбачили. Поймали, наверное, по 4 штуки хариуса. Ну, не крупные. И некоторые вот такие поймают и показывают, вот такой хариус. Я что есть, то и показываю. Вот такие были. Не крупные, но средних размеров. Мелочь вот такие отпускаю. А это уже нормально. 4 штуки по 4 штуки. И на 8 марта, наверное, как-то ходили на рыбалку. Свежинка. Еще как бы это уже считается рыбалкой. Свежая рыба. Пожарили, покушали. Нормально. Приятно. А тогда еще за яйцами практически никто в селе даже не ходил на рыбалку. И в наше село пришли эти тарелки, вот эти, не НТВ, а как же, но спутниковые тарелки, которые большие сперва начинали продавать. Триколор, потом маленькие. И там начали показывать охота, рыбалка. И после того вот эта спиннинговая болезнь началась, и у нас тоже так же. Начали ходить спиннингом ловить, рыбачить. Кто чем умеет. И в принципе вот нормально в воде на спиннинг попадал лишь рыбы. И каждым годом все меньше, меньше, меньше. И все уже лет, наверное, за 5 лет, может, прошло там, или 7 лет, все выдолбали. Там есть, конечно, рыба еще, хитрые щуки или язи, там всякие разные рыба есть в нашей реке, но мало попадается. И пошла рыбалка на Ельцо, также вот, на Ельцо. О, поклевка, ребята, есть. Ну, видели? Буквально там посидели, поговорили немножко. И средних размеров елец попался. Так что надо было сразу мне сюда приехать. И потом возле села как-то, возле островка начал я тоже рыбачить. На Ельцо пробовать. И в одну зиму я
наловил вообще бешеное количество этих ельцов. Каждую рыбалку, вот сколько раз не ходил, всегда без рыбы я вообще не возвращался. Ну, вот слухи так быстро распространяются, и начали вот односельчане тоже, один, два, и сейчас уже все, почти через дом, наверное, все рыбаки. И женщины некоторые тоже, хозяйки, домохозяйки, все рыбачат. Мало кто сейчас скотину держит. Времени вагон у всех. Кто на лыжах бегает, кто на рыбалку ходит. Пока не замечал, что вот кто-то с ружьем на охоту. Но может быть, я не знаю, кто-то ходит, но на глаза еще не попадались вот охотники вот из женщин, которые на охоту ходят. Одна рыбина приходила еще, видимо. Вот. Елец. Это второй за утро. Первого там пониже поймали. Это второй. Посидим. День только начался. Порыбачим. О, смотри, есть. Это уже мелочь. Или жерлицы. Хотел бы сегодня тоже жерлицы закинуть. Этого отпускаю. Он такой маленький. Пусть идет. Жерлицы невозможно сегодня. Ну, просто бур не работает, не сверлит. И с многими тоже знакомыми, как тоже, когда общаемся, говорит, сразу надо брать в запасной ледобур. Ой, запасные ножи. Говорит, точить мы... О, опять поклевка. Точить, говорит, мы не умеем. Я с руки вот на наждачке так затачиваю нож от ледобура. И когда затачка заканчивается, там заусеницы я никогда не убираю. Вот вся загвоздка в том, что если заусеницу убирать, он сразу, не будет сверлить. А когда заусеница у ножа, он хорошо, как сказать, сверлит. И не надо сразу моментально покупать новые ножи. Но для удобства, конечно, запасные должны быть. Вот сейчас вот я в такую ситуацию попал, что с одним ножом и уже ничего не смогу сделать. А был бы запасной нож, я поменял и просверлил еще пару лунок, и сейчас уже шуметь неохота. Просто с одной удочкой посижу. Что поймаю, поймаю. 10 штук это норма. 10 штук, если поймаю, уже на жаркое достаточно. Поклевка. Не хочу я ведрами ловить. Мне это не надо. Я люблю свежую рыбу. Понимаете, свежую. Когда вот ты поймаешь, пожаришь, она свежая. А ты когда ведро поймаешь, засолишь там, блядь, и потом держишь в морозильнике или в холодильнике, она с таким запашком холодильника становится. Невкусная она, эта рыба. Это жадность считается. Это, я считаю это жадностью. Вот так. Хочется вот. Потом девать рыбу некуда. Вот сейчас тоже в интернете там сколько рыбы, вот щуки, я не знаю, или они умирают там, или на нерест в ручьи поднимаются, там такие майна, и кто чем может достает, кто руками, кто еще какими вилами, или я не вилами, а вот, всякими инструментами. Кучу рыбы себе. Поклевка пошла, значит рыба есть. Блин. Как же быть-то? Еще вот надо было вторую лунку, но он клюет. Есть. О, тут тоже покрупнее. Вот, ребята, такая рыбалка.
Некоторые пишут мне, вот, мальков, говорит, ловишь. Но мне эти мальки нравятся. Даже не представляете, как мне нравится эта рыба. Если, ребята, у нас ловились, скажем, лещи вот зимой, я с удовольствием бы половил лещей. Или язи там, или еще какая рыба. Мне очень нравится вот язь, рыба, мясо у язя. Ну, к сожалению, у нас их очень мало. Также всех выдолбили. Там за 2 года, наверное, все выловили. Как научились на горох ловить. Ужасная рыбалка была. Все, короче, выловили. А сейчас я рад этой рыбалкой. Мне очень нравится. Плотва уже другая рыба. Плотва не так. А елец я обожаю. Просто обожаю ловить. И мясо у рыбы такое нравится у ельца. Штучные экземпляры у нас ловятся вот эти лещи и яйзи там, ну, за летний сезон, может, 1-2 штуки поймаешь. Некоторые вот тоже, вот лещ поймаешь, там одни кости. Я не знаю. Не спеша, если вот ты на муке пожаришь, там, и не спеша, блин, так приятно кушать. Также и яйзей. Ну, вообще, язь, опять поклевка. Поклевка. И также вот спокойно так клюет. Ага. Надо, наверное, палатку уже установить там. И все-таки, наверное, я еще пошумлю. Или как правильно по-русски пошумлю, или пошуметь надо вообще. И вторую лунку еще сделать. Кто-то есть рыба. Да. Как и прошлую рыбалку, также рыба подходит и... Ох, блин, сошла рыба. Ага, есть. Вот это да, ништяк. Такой вес у рыбы, хоть маленькая, но сопротивляется ужасно, жестко так. Приятно ловить. Потому что она мускулистая, понимаете? У ельца одно мясо, а плотва уже, ну, она как фанера. Я фанерой считаю эту рыбу. Блин, просвечивается. А яйцо, ну, такой косяк, что вот средних размеров. Бывает, что вообще мелочь подходит, а бывает там покрупнее. Вот сейчас, вот в данный момент, средних размеров рыба.